До конца XIX века город Якутск был застроен лишь деревянными домами. В камне были лишь несколько церквей. Причиной этому были дороговизна строительства и наличие мерзлоты. Появление нового губернатора Ивана Крафта, назначенного по протекции премьер-министра Петра Столыпина в 1907 году, изменило ситуацию. Крафт пригласил на должность областного архитектора для строительства гражданских каменных зданий Клементия Адамовича Лишевича. Изучив мерзлотные грунты, Лишевич выдвинул обоснованную идею использования мечномерзлого грунта как монолита для основания многоэтажных зданий. Эпоха культурного ренессанса в России, так называемого русского серебряного века, не обошла внимания и окраины Российской империи, проявившись в архитектуре, активно заимствуя стилистические признаки модерна и русского культового зодчества, сформировав стиль а-ля Рюс. Клементий Лишевич за короткий срок с конца 1908 по середину 1913 годов построил прекрасные каменные дома в указанном стиле. Крафт, в свою очередь, сумел произвести сбор казенных и частных средств, что придало оживление строительству в камне. Так были построены одни из самых оригинальных по сию пору зданий города Якутска. В оригинале Якутского областного казначейства, городской публичной библиотеки, окружного суда и архиерейских покоев. При Иване Ивановиче Крафте началось такое активное и благоустройство города Якутска, и строительство нового этапа строительства каменных зданий. То есть, получается так, это был такой какой-то у нас в Якутске ренессанс, да, именно в Якутске, то есть появились у нас наконец-то, появился первый сквер городской, как мы сейчас называем, общественное пространство. Этот сквер, когда Иван Иванович Крафт уехал, он был назван в честь его, Ивана Ивановича Крафта. Этот сквер до сих пор у нас есть, бюст у него стоит, это как раз возле театра оперы и балета, а сам сквер был как раз площадью Дружбы, сейчас площадь Дружбы народов. Но Климент Лишевич, конечно, он оказал огромное влияние именно как архитектурное, да, украшение нашего города. Дело в том, что понятно, что у нас первое каменное здание, это было здание воеводской канцелярии, да, она стояла возле Троицкого кафедрального собора для
Горожанам больше известно как Чараид. Да? Вот там было первое каменное строение, оно было построено в 1707 году. И второе, это как бы уже было строительство каменных церквей. Но гражданских зданий практически не было. И вот одно из первых и самых, наверное, вот любимых в городе Якутске, это вот здание публичной библиотеки и музея. Теперь это национальная библиотека Республики Саха-Якутия. Это вот по архитектурному вот этим вот признакам убранства, это здание якутского казначейства. Теперь оно известно у нас как филиал Якутского государственного художественного музея, выставка западноевропейского искусства. Ну и третье, сейчас вот тоже оно украшает наш проспект Ленина, это здание окружного суда, где в свое время, еще в советский период, располагался ЯЦИК, это Якутский центральный исполнительный комитет, впоследствии ректорат Якутского государственного университета, и сейчас вот у нас там Академия наук. Сейчас вот идет как раз вот реставрация, да, здания, это здание архиерейских покоев, известное нам как старое здание вот нашего Якутского краеведческого музея имени Емельяна Ярославского. И вот хочется отметить, да, что вот архитектурное наследие, да, в отличие от других, да, вот архитекторов, оно вот у нас каким-то вот, не знаю, ну как-то вот оно так, оно получилось, что оно практически все сохранилось. То есть все эти здания, они сейчас, допустим, вот и публичная библиотека, и здание Якутского казначейства, они отреставрированы. Приняв во внимание требования губернатора по оформлению фасада здания городской публичной библиотеки богатой отделкой, Лишевич постарался сделать его лучшим украшением города. Торжественное открытие общественного здания, впервые построенное в двухэтажном исполнении на Мезлоте, состоялось 5 сентября 1911 года. По этому поводу поступили приветственные поздравления от императора Николая II, Академии наук России, Русского географического общества. Об этом событии сообщили петербургские и московские газеты. От здания окружного суда. Там такая история, конечно, потому что здание было спроектировано Лишевичем как окружной суд. Строил его тоже областной инженер, это был такой Баумгарден. Якутский окружной суд, размещавшийся в аварийном деревянном доме, нуждался в новом здании. Губернатор Крафт, рассмотрев переработанный Лишевичем проект здания, отметил строго выдержанную стильность, красоту и удачное расположение кабинетов. Проект и смета на строительство каменного двухэтажного здания, пройдя все инстанции, были утверждены самим царем. В июне 1914 года состоялась торжественная закладка фундамента, был отслужен торжественный молебен и заложена доска с изображением царствующего монарха. В связи с началом Первой мировой войны строительство шло с перерывами. В 1917 году здание вошло в строй. В нем размещался Якутский окружной суд. В советское время ЯЦИК, ректорат ЯГУ и университетская библиотека. Там работали Максим Аммосов, Платон Аюнский и Сидор Барахов. С конца 1970-х здание закрыли из-за начавшейся деформации. В 1982 вспыхнул пожар, приведший к тому, что в скором времени обрушилась середина фасада. В 1992 было принято решение о реконструкции. С 1996 года в воссозданном здании разместилась Академия наук Республики Саха-Якутия.
ну, такого вот именно строительства, как свайного, оно не было. И поэтому там использовались именно паровые системы отопления. И эти паровые системы отопления – это такие же проблемы, как, кстати, как у нашего реального училища. То есть эксплуатация тоже у него была очень короткая, потому что началась отогреваться земля благодаря этому отоплению. И, к сожалению, буквально уже в 80-х годах это здание начало, пришло в аварийную ситуацию. Там как раз вот по фотографиям, да, вы посмотрите, обрушилась фасадная часть, центральная часть, она была разрушена. Впоследствии, так понимали, что это памятник архитектуры, да, не только старого города Якутска, но и как памятник истории, да, Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Как-то его пытались, то есть его законсервировали, эту упавшую часть они сделали там такой вот каркасную такую вот деревянную систему, и там, я как в моем детстве, там было написано «Берегите лес». Оно было, и вот когда уже когда у нас была Республика Саха-Якутия, вот было решение о воссоздании этого здания. И вот у нас было создано такое совместное предприятие «Фарус», и обмеры были сделаны тогда молодым специалистом Николаем Николаевичем Алексеевым, да, это известнейший ныне архитектор, а строительством занимался вот предприниматель нынешний, он сейчас председатель Якутского городского отделения ВайПик, это Андрей Высоких. После чего они были сделаны обмеры, то есть это точная копия того здания, но просто уже построено по современным технологиям, то есть это свайное поле. Опять же, все детали, которые были использованы, были, да, в этом старом здании, они были, так сказать, зарисованы, они сейчас имеются, но уже в новом виде. Наш краеведческий музей имени Ярославского, да. Я вот с детства туда просто, при любой возможности мы туда с друзьями туда приходили. Я приходил туда с родителями, с бабушкой, с дедушкой, с друзьями, с одноклассниками. И всегда мы были в этом старинном здании архиерейских покоев. Естественно, тогда меня это все поражало. Меня поражало те макеты, да, того же шамана, который там был в то время. Там был такой сделан макет, был часть якутского балагана. И я так понимаю, что использовались как раз при такой экспозиции работы Ивана Васильевича Попова. Да. Это было, и там была такая подсветка. Для тех времен это было очень так зрелищно смотрелось. Для меня это было просто удивительно. Мне нравилась эта экспозиция гражданской войны, где были выставлены огромное количество стрелкового оружия. Мне нравилось, практически мне все нравилось. Каникулы любые, летние, весенние, осенние, ты должен был присутствовать, походить обязательно в музей. То есть у нас был дневник. После этого, то, что ты сделал во время каникул, то есть мы обязательно посещали русский драмтеатр, Кошкин дом, я просто наизусть я понял, потому что там так было, да. Обязательно в музей. Музеев у нас тоже много тогда было. Но я всегда предпочитал ходить именно в краеведческий музей. Инженер-архитектор Клементий Лишевич занимался не только проектированием и строительством зданий. Он активно включился в дискуссию по вопросу обеспечения населения Якутска чистой питьевой водой. Его изобретение заключалось в доставке воды по открытым желобкам на столбах из ручья Маховой Пади, находившаяся в 5 километрах от города. Однако губернатор не согласился. Лишевич добился устройства летней водокачки, закачивавшей воду с протоки Лены насосами парового локомобиля. Построенные Лишевичем здания стали для местного населения символом материального и духовного просветительства. Использованы материалы из статей Пантелеймона Петрова, Георгия Спиридонова и Татьяны Тишиной.